У нас сегодня намечается интересная тема для разговора. Но тут у нас два эксперта, мы оба историки. Вот Искандар Леонович Избайлов сидит, я Дамир Исхаков. Но мы сегодня поговорим об одной новой теме, которая возникла недавно в связи с учреждением в России нового ведомства, или комиссии, точнее вот сказать, которое может быть условно названо ведомством правды, если мы употребим старый термин по поводу тоталитарных обществ, придуманный. Дело в том, что президент Российской Федерации подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Так называется документ. 30 июля документ появился на интернет-пространствах, то есть вступил в силу. И там в документе сказано, что главой этой межведомственной комиссии сделан Владимир Мединский, фигура известная, в общем-то, в том числе и в татарском мире. Почему, мы потом скажем детальнее. Но вот согласно этому документу, кстати, к документу приложено приложение, и там видно, что этот документ будет реализовывать большая группа силовых ведомств, как это ни странно. Значит, фактически речь идет о сохранении исторической памяти, но с участием силовых ведомств. Там и представители аппарата Совета Безопасности, и Генпрокуратура, и Следственный комитет, МИД, потом даже Министерство обороны и МВД. То есть как получается, что тут будут заставлять при помощи каких-то силовых способов тех, кто не захочет следовать какому-то курсу сохранения исторической памяти в Российской Федерации. Конечно, это весьма любопытно. И я как кандидат депутата Госдумы от Российской партии «Свободы и справедливости» должен на это обратить особое внимание, потому что на самом деле этот документ затрагивает интересы и народов Российской Федерации. А у нас, согласно партийной программе, мы должны беспокоиться в равной мере о всех народах Российской Федерации. Поэтому мы обратились к этой теме, и надо сказать, что за этой межведомственной комиссией на самом деле скрывается много проблем, которые приобретают разный характер в зависимости от ситуации. Ну вот я бы еще понял, если бы эта комиссия начала заниматься, скажем, охранением исторической памяти, посвященной, например, или связанной со Второй мировой войной. Так как я сын участника войны, я в некоторых случаях выступаю за, так сказать, охрану наших интересов по этой теме. Потому что там действительно есть некоторые моменты, которые настораживают в зарубежной печати, в том числе и публикациях. Но это вообще-то на самом деле, конечно, дело историков, а не госмужей, и тем более силовых ведомств. Но похоже, что речь идет о более широких кругах вопросов, потому что специальные публикации, которые были посвящены этой теме, например, в частности, была отдельная публикация в газете «Новое время» Дины Хапаевой, говорят о том, что, скорее всего, этот закон будет обращен, или, вернее, работа этой межведомственной комиссии будет обращена и на средневековый период. А там начинается множество проблем, так как мы еще разберем конкретно, как господин Мединский подходит к средневековым реалиям. А сейчас уже можно сказать, что, скорее всего, эти вопросы обязательно возникнут, связанные с средневековыми реалиями. Потому что вот мы наблюдаем в последнее время в России установку многочисленных памятников и стел, скажем, Ивану Грозному. Хотя по-русски имя этого царя звучит достаточно благозвучно, по-татарски этот термин переводится как «злобный царь», «яус». Поэтому здесь уже начинается различие в подходах к этой фигуре. А так
по историческим причинам татары не обязаны любить этого человека, и они сопротивляются установке памятника Ивану Грозному. Наши соседи, например, чуваши, тоже выступили против. Относительно таких же дел мы можем сказать, что, скажем, в Сибири сибирские татары выступили против усиления роли этих памятников в Сибири через установку там памятника Ермаку. Потому что у сибирских татар есть свои подходы к этой фигуре, отличающиеся от некоторых подходов, которые в Москве вырабатываются. Я думаю, что вот эти установка памятника, потом подготовка и показ многочисленных фильмов об Иване Грозном и о других исторических фигурах русской истории, которые выдаются как бы за общероссийское начало. Хотя Россия есть союз множества народов, не зря называется федерацией. На самом деле, внутри Российской Федерации по исторической памяти у народов могут быть и споры, дискуссии, и разногласия, и даже несогласия друг с другом. И, например, будучи в Соединенных Штатах, в один из поездок туда видел, как два митинга одновременно шли. Один митинг, посвященный освоением Колумбом на территории Америки. Ну, если так сказать по-современному, белые люди защищали Колумба, а рядом протестовали американские индейцы. То есть историческая память была разной у разных групп. Это, в принципе, нормально, потому что в цивилизованных обществах допускаются разные подходы, в том числе и оценки различных народов, исходя из собственных интересов. Но вот сейчас в России дела обстоят не так. Это мы видим и по поводу номинации специального праздника, посвященного Куликовской битве. Заранее, еще дата не случилась, за 9 лет до события уже специально указывал о том, что в России будет праздноваться вот эта дата. Естественно, эта дата имеет прямое отношение к русской истории, но у других народов могут быть другие оценки. И вот в этой связи мы сейчас хотели бы немножко остановиться на столкновении исторических памятей, связанных с работой Мединского. Вот Владимир Мединский издал такую книгу. Ну, на самом деле несколько версий этой книги есть. У него докторская защита как раз была посвящена теме мифов по российской истории. И там он разобрал в том числе и так называемый татарский вопрос. И вот его разборки вызывают крайнее неприятие у татар. И, видимо, Мединский исходил из того, что вот он, будучи федеральным чиновником высокого уровня, а он фактически вот до назначения главой комиссии был советником президента Российской Федерации, и еще раньше министром культуры, он, видимо, думает, что вот он сможет навязать всем народам свое собственное представление. Конечно, с Мединским совсем не все так просто, потому что мы знаем, защита его докторской диссертации вызвала много проблем, в том числе в академическом сообществе, критиковали его очень сильно и даже не хотели, чтобы его диссертация была утверждена, но в конце концов эта диссертация получила утверждение, но от этого работы Мединского не стали качественными, к сожалению. И вот мы сегодня покажем, как он подходит к татарскому вопросу и какие там проблемы возникают. Вот Искандар Яронович, как специалист по этому периоду, нам может немножко рассказать конкретно об этих делах. Добрый день, исламцы, дорогие зрители, слушатели. Ну, те вопросы, круг которых очертил Дамир Валерьевич, они действительно очень важны. И чем дальше, тем, очевидно, проблемы истории станут все более актуальными для нас. И то, что в состав комиссии об исторической правде входят практически все представители всех силовых ведомств, говорит о том, что наше государство всерьез решило не просто заняться историей,
но, очевидно, решила выработать некий такой общий, кардинальный и единственный для всех подход к этому прошлому. То есть нас пугает не то, что создана комиссия, или не то, что даже ее возглавляет человек с неоднозначной репутацией, а то, что есть стремление представить единственную версию истории. Вот единственная версия и попытка навязать какой-то единственный общий подход для всех недоброкачественно уже в самой постановке вопроса. Вот Давид Анатольевич как раз говорил, что и на многие исторические фигуры, и на многие исторические события, которые происходили на Руси не то что совсем недавно, но и очень давно, у разных социальных слоев, у разных народов могут быть совершенно иные точки зрения. Для одних, например, какой-то персонаж будет едва ли не национальным героем, а для других он также закономерно вполне может быть и очень негативной фигурой. И таких персонажей в нашей истории довольно много. И не говоря уже о том, что и в самой российской историографии к разным историческим фигурам тоже довольно неоднозначное отношение, и оно менялось с течением времени. Ну, например, о том же Иване Грозном, например, очень много негативных и довольно злых характеристики давал основоположник российской историографии Николай Карамзин. И у него в его трудах, которые он излагал публично, как раз читал публичную лекцию, посвященную периоду правления Ивана Грозного, где довольно едко и довольно критически оценивал самовластие этого правителя. Ну, учитывая, что он был и, как сейчас бы сказали, советником императора, был учителем его детей, тем не менее он очень резко высказывался по поводу самовластия Ивана Грозного, считая, что он превысил допустимую вообще меру. То есть если такой человек, вполне лояльный царской власти, высказывает такие точки зрения, то вполне понятно, что к этой фигуре неоднозначное отношение в самой российской историографии. Конечно, вот добавим тоже, это же тоже важно. На самом деле попытка сделать его православным святым тоже не увенчалась успехом. Православная церковь из-за того, что Иван Грозный фактически велел убить православного высшего патриарха, да, православная церковь отказалась это делать. Да, то есть тут получается, что и в самом обществе не выработан консенсус относительно каких-то исторических персонажей. Сможет ли вот эта комиссия достичь, попытаться установить этот консенсус? Есть серьезные вопросы, поскольку это все-таки проблема не силовых ведомств, а это проблема гуманитарной науки и общественного внимания, общественной поддержки, общественного выработки какого-то общественного мнения по поводу того или иного факта истории и того или иного персонажа. И вот и другой момент, который требует, очевидно, обсуждения, это то, что удивительно вообще создание самой такой комиссии. То есть до
этого у нас такие комиссии, собственно, были только во времена Советского Союза, когда партия нам давала единственное руководящее указание, как нужно рассматривать те или иные исторические события. И я еще помню то время, когда историки в своих трудах вынуждены были обязательно цитировать или классиков марксизма-ленинизма, или какие-то последние руководящие указания очередного партийного съезда, и находить в этих отдельных фразах какую-то новую политическую ситуацию для того, чтобы обосновать актуальность своих исследований и понимать вообще, в каком ключе двигается гуманитарная наука или куда она должна двигаться, по мнению партийных лидеров. То есть очевидно, что это как раз тот момент, который в Конституции прописан как недопустимость какой-либо государственной идеологии. Но получается, что с помощью этой комиссии и каких-то других подобных комиссиях явочным порядком государство пытается навязать обществу какие-то идеологические установки, что противоречит основному закону нашей страны. Даже если принять во внимание некоторые поправки, то и они не дают оснований для того, чтобы создавать единую идеологию. А ведь отношение к прошлому, и это и есть основа любой идеологии, потому что без опоры на прошлое никакая идеология просто не может существовать. Поэтому вот эти все вопросы и требуют общественного внимания и общественного обсуждения. Особенно это касается татар, у которых не только своя довольно долгая, 1500-летняя история, но и довольно сложные взаимоотношения с основной, сначала имперской, потом советской идеологической доктриной и представлением об историческом прошлом. Буквально позавчера, это дата 9 августа, когда было принято знаменитое постановление ЦК ВКПБ с длинным названием об идеологической работе, о недостатках идеологической работы татарского обкома, но смысл его был совсем в другом. Смысл был в том, что татарам было запрещено изучать и включать в состав своей истории определенные этапы этой самой истории. В частности, была подвергнута ревизии несколько исторических персонажей, в частности, Идигей и другие правители Золотой Орды, а также вообще весь сам период истории Золотой Орды и ее культура. То есть из татарской истории изымался ее главный стержень, ее основное ядро. Вот некоторые моменты, которые происходят в современности, в частности, назначение за 9 лет комиссии по празднованию 650-летия Куликовской битвы, уже настораживает, как очередная попытка как-то модернизировать русско-татарские отношения и как-то их заново актуализировать и, возможно, как сделать какие-то попытки ревизовать эту самую татарскую историю. Андрей Иванович, вот в этой связи я обратил внимание на то, что как Владимир Мединский, сейчас он, видимо, будет руководить процессом, оценивал татарские дела. Я думаю, что татарское сообщество должно на это обратить особое внимание. Вот, например, что он пишет в своей книге. «Для русских не было никого страшнее и хуже, чем татары». Имеется золотоордынские татары. И дальше называет этих татар сосальщиками дани, насильниками и убийцами.
А между тем, ведь потомки этих татар до сих пор в Российской Федерации существуют и являются государствообразующим компонентом этой федерации. Республики есть составные части, и республикообразующие нации и есть составные части этого государства. Ну, поэтому, когда такие вещи произносятся и оцениваются, дальше он начинает рассуждать о Золотой Орде, говорит, что Крым и Казань – это вот как раз наследники Золотой Орды, и победу над этими ханствами, казанским и крымским, он оценивает как победу правых и славных, битву с погаными, победу добра над злом. И прикнопливает свои выводы таким образом. Таковы факты, он говорит. Но если мы обратимся к фактам, мы, может быть, найдем нечто иное, чем Мединский пишет. Потому что, когда речь идет о битве Московского царства со своими соседями и об усилении Московского царства, Московского Великого княжества в начале, то на самом деле мы же имеем дело на всем пространстве, включая Московское Великое княжество, с наследниками Золотой Орды, на самом деле. Московское Великое княжество было составной частью Золотой Орды, как мы знаем. Это исторически много установлено. Поэтому попытки Мединского очернить татар, поднять на щит одних русских, на самом деле, с этой точки зрения, выглядят совершенно неправомерно, вызывают крайне отрицательные эмоции у многих наследников Золотой Орды, а ведь они не только в лице татар, это и казахи, это и узбеки, наши соседи, это внутри Российской Федерации ряд других тюркских народов. Поэтому тут есть над чем подумать. Я думаю, что нам надо как раз более тщательно обратиться к аналитическим выкладкам Владимира Мединского, чтобы мы увидели, куда он нас тянет